Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана назначил послов в Индонезии и Кипре. Рашид Мередов возглавит делегацию Туркменистана на инаугурации президента Ирана. Туркменистан внедряет цифровые технологии в строительную отрасль и другие новости. Сердар Бердымухамедов подписал указ, в соответствии с которым посол Туркменистана в Италии Тойлы Комеков одновременно назначен главой дипмиссии в Республике Кипр с резиденцией в Риме, а посол Туркменистана в Малайзии Мухаммед Нияз Машалов одновременно назначен послом в Индонезии с резиденцией в Куала-Лумпуре. Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов возглавит туркменскую делегацию на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Соответствующее распоряжение президент Сердар Бердымухамедов подписал в ходе заседания правительства. Инаугурация вновь избранного президента Ирана состоится 30 июля. В ходе рабочего визита туркменской делегации в Пакистан на этой неделе стороны рассматривали вопрос об открытии отделения по изучению языка урду в Туркменском национальном институте мировых языков имени Давлетмамеда Азади. В ходе переговоров также затрагивались вопросы сотрудничества в социальной сфере. В частности, обсуждались возможность направления туркменских дипломатов на курсы, организуемые дипломатической академией Пакистана. Президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым Министерству строительства и архитектуры Туркменистана разрешено заключить контракт с хозяйственным обществом «Парлак Несил» на совершенствование программного обеспечения по вычислению сметной стоимости строительства. Документ подписан в целях создания в Туркменистане государственной информационной системы ценообразования в строительстве. Туркменистан готовится провести 37-е заседание консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения стран-членов СНГ. Мероприятие запланировано на 17-18 октября текущего года в Ашхабаде. 19 августа в Ашхабаде состоится открытие международной выставки ярмарки Kids Expo «Все для детей». На выставке будут представлены качественная, экологически чистая продукция для детей, школьников и студентов, обучающие материалы, электронные товары от отечественных и зарубежных компаний. Авиакомпания Туркменистана опубликовала на своем официальном сайте новое расписание международных рейсов, действительное до 27 октября текущего года. Согласно обновленному расписанию, самолеты национального перевозчика будут выполнять полеты в 12 городов мира. Частота международных рейсов из Ашхабада в неделю составит по 2 рейса в Дубай, Джиду, Пекин, Бангкок, Хошимин, Куала-Лумпур, Лондон, Франкфурт на Майне и Милан. 1 рейс в Абу-Даби, 5 рейсов в Стамбул и 6 рейсов в Москву. В австралийском парке рептилий зафиксирован новый мировой рекорд по количеству яда, выделенного змеей за один раз. Главным героем этого события стал прибрежный тайпан по кличке Циклон, который произвел 5,2 грамма токсичного вещества, что втрое превышает обычное количество для этого вида. Прибрежные тайпаны, обитающие в прибрежных районах Австралии и достигающие 2 метров в длину, известны как одни из самых ядовитых змей в мире. Количество яда, выделенного циклоном, потенциально способно отравить до 400 человек, что подчеркивает исключительную опасность этих рептилий. В столице Татарстана состоялось масштабное мероприятие – международный конкурс чтецов Корана стран БРИКС. Событие привлекло участников из 22 стран, включая государства СНГ, Африки, Азии и Южной Америки. Единственная номинация конкурса – искусное чтение священной книги мусульман. Однако жюри оценивало не только точность цитирования, но и мелодичность, ритмику произношения. Туркменские спортсмены приняли участие в церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже. Команда Туркменистана приплыла на лодке по Сене под 191-м порядковым номером после спортсменов из Турции. Следом за туркменскими атлетами на церемонии прошлась сборная Тувалу. Очередность выхода спортсменов выстроили в соответствии с французским алфавитом. Знаменосцем туркменской команды стал дзюдоист Сердар Рахимов. Сборная Туркменистана представлена на играх 6 спортсменами, которые выступят в 4 видах спорта – дзюдо, легкая атлетика, плавание и тяжелая атлетика. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.